на День Республики Уфа получила отличный подарок – новый сад имени Сергея Тимофеевича Аксакова. Давайте посмотрим, что изменилось. Путешествие по обновленному парку начинается с арки. Старую не удалось отреставрировать, зато новая точно архитектурная копия. Это место уникально не только своей историей, но и тем, что сад относится к числу ландшафтных памятников Уфы и относится к числу памятников градостроительства. Здесь столько всего есть, предлагаю прогуляться. А еще тут есть уличная библиотека и читальный дом. Любителям сказок тут точно понравится. Да, тут не только сказки Сергея Тимофеевича Аксакова, но и другая литература. Вы тоже можете подарить саду уже прочитанные книжки. Тем более, что тут появилось новое книжное место – читальный дом. Помимо этого, в саду есть сцена с амфитеатром для массовых мероприятий, огромная детская площадка. В солнечный день здесь просто видимо-невидимо, ребят. А это модное место – скейт-площадка. Будем надеяться, что осень нас еще порадует теплыми деньками. Скейт-площадка особо радует ребят моего возраста. Не могу оценить, насколько в ней крутые рампы, но, судя по всему, парням нравится. Сама бы я, конечно, на такое не решилась, но мальчишки молодцы, вы только посмотрите. Парк населяют всевозможные птицы, и я сейчас не про всем известных лебедей. В день съемки этого сюжета они, видимо, отсиживались в домике, но вот утиное семейство не стало скромничать. Хлеб, предназначавшийся лебедям, не пропал. А еще в саду очень много новых скульптур, и не только Аксаков с семьей, но и птицы. То здесь, то там виднеются их каменные изваяния. Почему птицы? На этот вопрос вам ответят сказки Сергея Тимофеевича. Вот такое вот красивое место открылось заново у нас в Уфе. Думаю, она еще не раз появится на аватарках у наших телезрителей. Мадина Зайнуллина, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.